Новая парковая зона Теренкур, более 500 добровольцев и около 20 уборочных машин и строительной техники. В Северной Осетии прошел массовый субботник. В нем приняли участие сотрудники госучреждений и общественных организаций. К ним присоединились жители Владикавказа, которые абсолютно добровольно решили облагородить Теренкур. Администрация города обратилась к жителям, к организациям по просьбе, чтобы оказали содействие по благоустройству зоны. Все от души, как говорится, на радостью приступили к уборке данной территории. Надежды наши оправдались. Еще не все потеряно, как говорится, у нас в республике. Есть сознательные граждане. Субботник прошел по инициативе администрации Владикавказа. Работали всего лишь пару часов, а результат налицо. С территории новой парковой зоны вывезли десятки пакетов с мусором и около 50 КАМАЗов с ветками старых деревьев. Мне, например, очень приятно, что множество молодежи откликнулось на наш призыв поучаствовать в субботнике. И мне очень хотелось, чтобы это была наша не последняя встреча, чтобы как можно чаще мы сюда приходили и благоустроили данную зону. На мой взгляд, ничего трудного, ничего сложного в этом нет. Встать ранним утром и прийти со своими коллегами, со своими друзьями, убрать свой любимый город. Поэтому мы призываем всех, любите свой город и очищайте его от мусора. Этот субботник – только начало масштабной акции. Такие уборки пройдут по всему городу. Сегодня привести в наглядный вид всю парковую зону не удалось. Слишком большие объемы работы. Но организаторы обещают, что в течение 2 недель Теренкур полностью очистят от мусора. Официальное открытие этой парковой зоны запланировано к 230-летию Владикавказа. Праздник города пройдет в начале июня. Ирина Дзабаева, Осетия ТВ.